Доброе утро! Начинаем новую неделю вместе с «Утро Якутии». Заряжаемся на плодотворные и на добрые позитивные новости на эти предстоящие 7 дней. А чтобы они были максимально полезными и интересными, просыпайтесь вместе с нами на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». Я Полина Долинская и Руслан Ачиров. Мы желаем вам бодрого и доброго утра. И вот что мы вам сегодня расскажем. В Якутске историческому парку «Россия. Моя история» исполнилось 5 лет. С какими достижениями встречает свой юбилей исторический парк, поговорим об этом с нашим первым гостем в студии. Каждый дом, каждая улица города хранит в себе множество тайн и исторических фактов. Секрет одной из центральных улиц города раскроют нам сегодня наши маленькие горожане. На страже природы. Сегодня мы побываем в природном парке Момский и познакомимся с работой госинспекторов. Сколько километров нужно преодолеть, чтобы посмотреть такие достопримечательности, как вулканы Батагай-Таас, Ураса-Таас, а также Большая Момская наледь. И чем привлекает Арктика иностранных туристов, узнаем из нашего сюжета. Сберечь и сохранить историю. Поговорим с нашим вторым гостем, как сейчас в республике идет кампания по реставрации церковных сооружений, и о новом постановлении правительства республики, которое направлено на сохранение историко-культурных заповедников. Подрос и поменял окрас. Найденный в Якутии фламинго по имени Гриша расцвел в Красноярском зоопарке. Узнаем, как себя чувствует фламинго, и увидим чудесное спасение бобров. Поэтому оставайтесь с нами. Ну а начнем мы по традиции с погоды за окном. По данным Якутского гидрометеоцентра, в 6 часов утра температура воздуха в центральных районах составила 5-14 градусов со знаком минус. В заречной группе от 6 до 14 ниже 0. В это утро в южных районах в Алдане минус 5, минус 10 в Нерюнгри, в Вилюйской группе от минус 1 до плюс 1 градуса. В Нижнеленских 3-9 мороза, в западных минус 1, плюс 4 градуса. В Колымо-Индигирской группе Улусов минус 10 в Чирском, минус 29 в Уснере. В Янских от 10 до 13 со знаком минус, на северо-западе 3-9 градусов ниже 0. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила 11 градусов мороза. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Штиль. В течение дня синоптики обещают вечером небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный подует 3,8 метров в секунду с порывами до 13 метров. Днем столбик термометра зафиксирует температуру воздуха на отметке 2 градуса со знаком минус. Ну и вначале коротко о том, какие интересные даты и события произошли в этот день. Вообще, сегодня, 24 октября 1897 года, в Санкт-Петербурге был проведен первый в истории России официально зафиксированный футбольный матч. А в 2000 году в Берлинском египетском музее обнаружен единственный в мире автограф Клеопатры. О других не менее интересных датах и событиях в нашей традиционной рубрике. На календаре 24 октября. Сегодня отмечают День Организации Объединенных Наций, Международный день школьных библиотек, Всемирный день борьбы с полиомиелитом, День подразделений специального назначения Вооруженных сил России и День памяти погибших испытателей ракетно-космической техники в России. По народному календарю сегодня Филиппова канитель. На Руси на Филиппа обычно начиналась канитель. Так люди называли распутицу и грязь на дорогах. Важное значение для этого дня имел снег и лед. По снегу судили о будущих прибылях. Если он лег на сырую землю, но не растаял, весной можно было надеяться на хороший доход. Этот день в истории. В 1648 году, после трехлетних переговоров, 24 октября в Мюнстере был заключен Вестфальский мир, положивший конец 30-летней войне. В 1897 году в этот день в России проведен первый официально зафиксированный футбольный матч. В тот день на плацу первого кадетского корпуса встретились команды Василия Островского общества футболистов и кружка любителей спорта. Футболисты спорта проиграли Василиостровцам со счетом 6-0. В 1935 году на Спасской башне Московского Кремля установлена первая пятиконечная звезда.
Над Кремлем вместо двуглавых царских орлов появились пятиконечные звезды. Первая звезда была установлена на Спасской башне 24 октября. В 1950 году в этот день в Советском Союзе создан армейский спецназ. 24 октября военный министр, маршал Советского Союза Василевский издал директиву, предписывающую сформировать 46 рот специального назначения штатной численностью по 120 человек. С течением времени структура и количественный состав армейского спецназа менялись не один раз, но суть его предназначения в принципе оставалась всегда одной и той же. Они предназначены для контртеррористических действий по розыску, задержанию особо опасных вооруженных преступников, ликвидации преступных групп, освобождению заложников и проведения других специальных операций. В этот день родились Парацельс, швейцарский врач и алхимик, Вильгельм Вебер, немецкий физик, Даниэль Сваровский, австрийский предприниматель, основатель Хрустальной империи Сваровский, Серго Орджоникидзе, советский государственный политический деятель, Аркадий Райкин, советский актер театра эстрады и кино, режиссер, юморист, народный артист Советского Союза. В этот день также родилась Надежда Троян, советская разведчица, кандидат медицинских наук, герой Советского Союза, Венедикт Ерофеев, советский писатель, Динара Асанова, советский режиссер, заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Именины сегодня у Александра, Анатолия, Антона, Зинаиды, Илариона, Иосифа, Исаакия, Льва, Макара, Моисея и Филиппа. Кстати, не менее знаменательное событие отмечает исторический парк «Россия. Моя история». Ему исполнилось 5 лет. За это время в столице интерактивный музей посетило более 430 тысяч жителей. Здесь события и исторические личности оживают с помощью проекций и приложений. Изучению истории помогают цифровые конструкции, анимация, а также интерактивные игры. О работе исторического парка, о его модернизации, а также проектах, которые проводятся в историческом парке, мы поговорим с нашим первым гостем. Давайте поприветствуем Евгений Анасович Газизов, руководитель отдела научно-методической и музейно-выставочной деятельности. Доброе утро. Доброе утро. Евгений, скажите, вот исторический парк имеет огромное значение, да, в культуре республики. Он стал одним из значимых культурно-просветительских центров нашей республики. Вот, чего удалось достичь за эти 5 лет? Ну, вообще, скажем так, 19 октября 2017 года было построено, открыт вообще исторический парк. Он был 6-м по счету в России. Всего сейчас на данный момент создано 24 таких исторических парка. Вот. В Якутии это был, скажем, первый проект, который появился. Вот. Вообще сейчас, то есть за 5 лет мы, получается, достигли таких вот показателей, как посещение, вот, больше 430 тысяч человек. Вот. Провели уже больше 140 выставок, то есть там туда входило очень много различных, скажем так, предметные выставки, то есть классические, тематические интерактивные. Экспозиции. Да. Провели уже больше 600 мероприятий. Вот. На данный момент вот мы уже, как скажем, научились сами создавать именно интерактивные выставки, то есть своими силами. Самая такая вот большая выставка, которую мы сделали, это вот современная история Якутии. Это только вот местными силами. Исторический парк вошел в число первых, где в этом году по федеральному гранту обновят оборудование на сумму 70 миллионов рублей. Вот что предстоит модернизировать? Так как парк состоит в основном, то есть из оборудования, которое необходимо для мультимедийного контента, основное оборудование, получается, это у нас проектора, интерактивные панели, и вот за эти 5 лет оно, естественно, уже устарело. Вот. Не только в моральном, но и в физическом плане. Поэтому сейчас вот в этом году было принято решение о том, чтобы необходимо полностью все оборудование поменять. И мы вошли вот как раз в список парков, которые в первую очередь идут под замену. И вот надеюсь, что уже в декабре парк получит новое оборудование. Также исторический парк, он как бы является площадкой для многих республиканских и городских мероприятий. Например, Якутия стала пилотной площадкой реализации федерального проекта «Билет в будущее». Расскажите об этом проекте подробнее. Скажем так, я не совсем
полностью в курсе как бы самого этого проекта, так как я в основном занимаюсь именно тем, чтобы сама вот данная выставка, этот проект, он встал в парке. Вообще он проводится уже второй раз. Проект был запущен вот 19 октября, как раз день рождения парка. Вот. И очень тесно идет сотрудничество именно вот с Министерством образования, со школой, со школами. Вот. То есть это проект вообще создан для того, чтобы дети могли познакомиться с существующими профессиями прошлого, настоящего и будущего. Им, скажем так, им в этом плане оказывается помощь для того, чтобы они смогли уже в будущем определиться с профессией. Мгм. Вот недавно у вас прошла выставка под названием «Герои с вечно русским сердцем». Какие крупные федеральные проекты или выставки планируется проводить, и какая работа будет проведена по гражданскому патриотическому воспитанию подрастающего поколения? Проект «Герои с вечно русским именем» это вообще федеральный проект. Вообще он в России был запущен как стендовая выставка. Вот. Уже прошло в нескольких городах. Мы решили немножко изменить этот формат и представили его в мультимедийном контенте. Вот. Туда вошли также информация не только федерального, но и регионального контента. Вообще вот предполагается, так как у нас есть уже опыт представления федеральных проектов, один из крупных проектов, к примеру, был Александр Невский. Вот. Так как отмечалось 800 лет со дня рождения Александра Невского, этот проект по всей России проходил. А сейчас предстоит вот в этом году крупный федеральный проект, это посвящен Петру Первому. У нас этот контент еще пока не показывался и предстоит вот к концу года. Сейчас мы определяемся со сроками. Ну вот, кстати, перед эфиром, да, мы вот сейчас немножко общались. 5 лет, оказывается, уже прошло. То есть, казалось бы, парк вроде бы вот такой вот совсем недавно появился у нас в городе, такой очень интересный, всегда проходят там выставки, а уже прошло 5 лет. Мы вас, кстати, поздравляем с этим событием. С маленьким юбилеем. Ну и, конечно, желаем вам дальнейшего процветания. И, конечно же, будем ждать новых экспозиций и выставок с удовольствием. Покажем нашим телезрителям и сами обязательно посетим. Большое спасибо. 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 Ну, а, дорогие друзья, вас мы приглашаем посетить замечательный парк «Россия. Моя история». Но я думаю, что всегда он удивляет посетителей своих интересными экспозициями, мультимедийными возможностями. Ну, а далее, дорогие друзья, мы прервемся на небольшую паузу. Оставайтесь с нами. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении 2 жителей Якутии государственными наградами за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу. Орденом Пирогова награждена заместитель главного врача Центра гигиены и эпидемиологии Якутии Виктория Тептергянова. Также за отвагу, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, медаль за отвагу на пожаре присуждается Владимиру Владимировичу Семенову, начальнику караула пожарной части номер 1 по охране села Соскылах Якутской государственной пожарной службы. Координационный совет для обеспечения потребностей, возникающих в ходе проведения специальной военной операции, создадут при правительстве России. Совет возглавит премьер-министр Михаил Мишустин. Также туда входят члены правительства, ответственные за работу по ключевым направлениям. Отмечается, что структура образована для усиления координации действий федеральных и региональных исполнительных органов власти. В том числе это касается поставок вооружения и техники, медизделий, а также проведения ремонтных работ и вопросов, связанных с формированием цен на товары и услуги для нужд армии.
Более 300 человек, проживающих в отдаленных селах Верхоянского района, получили возможность пройти диагностику здоровья в передвижном медицинском комплексе, приобретенном в рамках модернизации первичного звена нацпроекта здравоохранения. Всем осмотренным даны рекомендации по дальнейшему наблюдению и лечению. Напомним, передвижной медицинский комплекс был передан Верхоянской районной больнице главой Якутии Айсеном Николаевым в прошлом году. Данные комплексы обеспечивают проведение лечебно-профилактических мероприятий выездными бригадами врачей в труднодоступных населенных пунктах. Всего было закуплено 14 единиц техники для центральных районных больниц. Не за горами и наступление первых каникул в этом учебном году. Министерство образования республики рекомендует школам Якутии организовать осенние каникулы в первую неделю ноября. При этом образовательные учреждения могут изменить сроки по своему усмотрению. Причины для этого могут быть индивидуальные для каждой организации. В Якутске рекомендуется провести каникулы с 21 октября по 9 ноября. Наши корреспонденты узнали, чем будут заняты школьники столицы республики во время отдыха. Во время каникул, наверное, это будет время отдыха, потому что в обычное время, в течение четверти, у нас каждый день занят кружками. То есть учимся в первую смену. Первая смена заканчивается где-то в час дня, а после часу дня у нас с 2 до 3, 2 до 4 каждый день кружки. Поэтому будем отдыхать. Сидеть дома, лепить снеговиков на дворе, смотреть мультики, играть. Я 4 класс, и я буду готовиться к соревнованиям в начале ноября по легкой атлетике. Я бы на осенних каникулах занимался бы на природе, куда-нибудь ездил отдохнуть, и был бы, играл бы снегом, снежки, и играл бы с друзьями. И я же посещаю плавание, я бы ходил на плавание. Это мои первые каникулы, и у меня и мы поедем в цирк. Собачкам помогать, еду покупать и с друзьями гулять во дворе. И дополнительно чуть-чуть заниматься. Большое спасибо, Надежда. Самое время теперь узнать, что же звезды нам предсказали на эту неделю всем 12 знакам зодиака. И начнем мы по традиции с овнов. Овны. В течение всей недели овнам рекомендуется больше времени уделять профилактике здоровья. Ваш организм сейчас способен значительно укрепить защитные функции, и ему нужно в этом помочь. В середине и конце недели вопросы финансов, особенно долговых обязательств, могут завладеть всем вашим вниманием. У тельцов эта неделя пройдет под знаком гармонии в любви и браке. Супружеские отношения переживают период переосмысления и открытия новой страницы в совместной жизни. Те пары, которые давно встречаются, скорее всего, захотят оформить свои отношения законным браком. Близнецам на этой неделе звезды советуют навести идеальный порядок дома и на работе. Если вы займетесь благоустройством пространства вокруг себя, то одновременно почувствуете и улучшение самочувствия. Ваше здоровье на этой неделе волшебным образом связано с порядком. В начале или середине недели возможны позитивные подвижки в карьере. Эта неделя обещает ракам много увлекательных и интересных знакомств. Если вы одиноки, то наверняка познакомитесь с человеком противоположного пола, с которым могут начаться романтические отношения. В целом это время приятных контактов и гармонизации отношений с окружающими. Также в этот период усиливаются ваши интеллектуальные способности. У львов наступило благоприятное время для решения материальных проблем, связанных с благоустройством в доме. Это удачный период для покупки различных украшений для дома, картин, декоративной посуды, хрусталя и осветительных приборов, благодаря которой в доме станет уютнее и теплее. Дев на этой неделе ждет множество комплиментов по поводу внешнего вида. Вы заметно похорошеете, станете более обаятельными и привлекательными, что не останется без внимания представителей противоположного пола. Сейчас можно менять прическу, стиль одежды. Также это хорошее время для новых контактов и возобновления приятельских отношений с давними знакомыми. Весам на этой неделе потребуется обстановка спокойствия, комфорта и уединения. Это хорошее время для духовных практик, медитации, сосредоточенной работы над чем-либо. Сейчас лучше браться за индивидуальные, а не коллективные проекты.
Скорпионы на этой неделе будут сосредоточены на вопросах личностного развития и самосовершенствования. Вы почувствуете, что способны брать на себя большую ответственность в проявлении тех или иных инициатив. Если у вас есть любимый человек, то вы почувствуете, что ваше влечение к нему наполняется особым возвышенным содержанием. Например, вы неожиданно для себя можете сочинить стихотворение или написать картину. Стрельцам на этой неделе звезды советуют быть более бескорыстными. Вы поймете, что ваше душевное спокойствие и благополучие – это не эфемерная выдумка праздного сознания, а реальная и очень важная составляющая жизни. Бескорыстная помощь людям, которые в ней нуждаются, поможет вам обрести душевное спокойствие и почувствовать себя более уверенно. Козерогам на этой неделе звезды советуют задуматься о своем будущем. Сейчас у вас может проявиться дар предвидения. В любом случае вы сможете смоделировать контуры своего будущего, даже если вы просто возьмете лист бумаги и составите себе план действий на ближайшее время. Скорее всего, он совсем скоро станет осуществляться. Некоторые из ваших заветных желаний будут реализованы уже на этой неделе. У водолеев эта неделя может быть связана с наиболее значимыми достижениями в личном, социальном и карьерном плане. Вы почувствуете усиление внимания окружающих к вашей персоне. Звезды советуют ставить перед собой большие задачи и смелее добиваться их реализации. Возможно, вы сами пока не знаете, на что способны. Узнать свои возможности вы сможете, если попробуете добиться поставленных целей. Многих рыб на этой неделе ждет неожиданное приятное путешествие. Возможно, вас пригласят составить компанию в дальней поездке или подвернется горящая путевка по невероятно низкой цене. В любом случае, если вам представится случай отправиться в туристическую поездку, собирайтесь в путь и ни на секунду не сомневайтесь в правильности своего поступка. Также это благоприятное время для официального оформления отношений или совершения обряда венчания. Вот такой вот гороскоп для каждого знака зодиака, друзья. Ну, а мы все уверены, что этот гороскоп был для многих позитивным, то есть в него стоит все-таки поверить. Двигаемся далее и расскажем о людях с остальной волей. В Омске инвалиды-колясочники основали команду по футболу Red Star и заняли 3-е место на всероссийских соревнованиях в Нижнем Тагиле. Питерский физкультурно-спортивный клуб «Паралимпик», который занимается развитием футбола и флорбола на электроколясках, предложил спортсменам Михаилу Бережному и Рустаму Капилееву попробовать свои силы на всероссийском турнире «Стальная воля». Спортсмены смогли в кратчайшие сроки найти желающих поучаствовать в соревнованиях, хотя у новой команды не было специального оборудования, приспособленного для игры в футбол на электроколясках. То есть мы забили по итогам турнира больше всего голов, это 16, пропустили 2. Пропустили мы просто уже в полуфинале. Ну, так получилось, что мы пропустили по буллитам, в общем, да. И как бы так вот не повезло немножко, поэтому нам пришлось биться за 3-е место. И причем биться с самой сильной командой «Паралимпик». Это вот эта питерская команда, которая нас пригласила. Надо также отметить, что Red Star выиграла матч со счетом 1-0. Кроме того, по итогам чемпионата команда показала уверенную игру, забив все матчи наибольшее количество голов, а это 16, пропустив лишь 2 мяча в полуфинале. Друзья, ну что, мы двигаемся далее. С каждым годом все больше стран подключаются к международному движению, которое носит название «Гимнастика для всех». Наиболее показательны примеры скандинавских стран США, Швейцарии, Германии и других, которые стремятся сделать гимнастику основным видом спорта в стране. А те, кто когда-либо посещали Японию или Китай, с восхищением отмечают, как ежедневно в течение всего дня совершенно в разных уголках города можно наблюдать, как дети, взрослые, бабушки и дедушки собираются все вместе и занимаются гимнастикой. Каждая девушка мечтает о стройной фигуре, о ровной осанке, ну и, конечно же, о грациозной походке. Поэтому многие родители с раннего детства отправляют своих девочек либо на балет, либо на художественную гимнастику. Гимнастика – это выполнение различных комбинаций под музыку, гимнастических, танцевальных и акробатических упражнений с предметом и без него. Для девочек это самый подходящий вид спорта для физического и эстетического развития. Здесь, как и в любом другом виде спорта, действует принцип «чем раньше, тем лучше». Поэтому к тренировкам стоит приступать в возрасте от 4 до 7 лет. Первая группа, в которой я попробую свои гимнастические силы, также проверю свою растяжку, это группа девочек 4-5 лет. Вот это вот моя целевая аудитория сегодня. И 6 даже лет есть. Вот такие вот у меня замечательные подружки. Так что, друзья, давайте приступать к тренировкам.
Для каждой возрастной группы своя методика тренировок с учетом индивидуальных качеств каждого танцора. По мере взросления меняется и нагрузка. Но для каждого класса есть базовые упражнения. Это растяжка и основы физической подготовки. Урок у нас на растяжку. Пожалуйста, красивый поклон. И раз, потянули ножку. 2, 3, 4, шею тянем. 5, 6, 7, 8. Начнем с крокодила. Пожалуйста, правая нога вперед. Локти у нас на пол. И держимся мы в прекрасном упражнении под названием крокодил. Носик вверх, колено прямое. Держусь. Раз. Регулярные занятия гимнастикой формируют осанку, тренируют координацию движений, вестибулярный аппарат и музыкальный слух. В этом виде спорта важны пластика, грация, выразительность и чувство ритма. Гимнастки всегда отличаются повышенной стрессоустойчивостью, поскольку каждый день сталкиваются с серьезными нагрузками. Готовы? Давайте попробуем по очереди, хорошо? Поехали. Лиза, Полина, Арина, Ксюша, Мелисса, Полина, Ксюша, Соня, Арина. Дальше. И держу. Раз, держу. 2. Художественная и танцевальная гимнастика формируют гармоничное развитие тела. Это красивая фигура, правильная осанка, подкачанные мышцы. А также она воспитывает вкус. Ребенок учится чувствовать музыку, психологически раскрепощается. В процессе занятий у ученика формируются жизненно важные двигательные умения и навыки. Ловкость, сила, выносливость. Приобретаются специальные знания, воспитываются моральные и волевые качества. Большим плюсом для всего вышеперечисленного является молодость физическая и душевная. Ведь, как говорил Джозеф Пилатес, мы молоды настолько, насколько гибок наш позвоночник. Доброе утро, дорогие зрители! С вами «Культурные новости». Мы расскажем и покажем главные события культурной жизни нашей республики. Определены победители конкурсного отбора среди субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на создание школ креативных индустрий. Якутия в конкурсном отборе выиграла более 85 миллионов рублей на создание 2 школ креативных индустрий. Базами для школ креативных индустрий станут Якутский колледж культуры и искусств. Там будут созданы 3 студии по звукорежиссуре и звуковому дизайну, фото-видеопроизводству, а также студия электронной музыки. И Якутское художественное училище, где будут обучать анимации, 3D-графике, фотографии, видеопроизводству и дизайну. Проект школ креативных индустрий Министерства культуры Российской Федерации предполагает открытие в регионах страны творческих пространств для обучения школьников от 12 до 17 лет. Прием учеников будет идти ежегодно. Срок обучения составит от 2 лет. Стартовал прием на 2-й республиканский фестиваль короткометражного фильма «Республика кино». Фестиваль проводится с целью поиска и открытия новых имен в якутском кинематографе, помощи участникам конкурсов творческой реализации и развития. В фестивале могут принять участие как профессиональные, так и непрофессиональные авторы. Отбор фильмов проходит по 4 направлениям – игровое, документальное, анимационное и музыкальное кино. Принимаются работы длительностью от 5 до 45 минут. Прием заявок и работ идет до 20 ноября 2022 года включительно. Фестиваль пройдет 15-17 декабря. Следите за информацией о конкурсе на сайте и в социальных сетях кинокомпании «Саха-Фильм». Вышла в свет новая книга народного писателя Якутии Николая Лукинова «Мать Чингисхана». В книгу вошли 13 избранных исторических повестей и рассказов в переводе писателя Владимира Карпова, которые были написаны Лукиновым в разные годы. Уже в скором времени книга «Мать Чингисхана» будет доступна в свободной продаже в книжных магазинах нашей республики и других регионов России. Работники культуры собрали в помощь пострадавшим коллегам от наводнения
Минувшим летом в Кобяйском и Верхоянском улусах 2 287 000 рублей. Акции по сбору средств проводились по всей республике с июля по сентябрь в разных формах. Благотворительные концерты, спектакли, перечисление однодневной заработной платы и добровольные пожертвования. Напомним, от дождевых паводков в этом году в Верхоянском районе в зону подтопления попали 4 муниципальных объекта культуры. На данный момент восстановительные работы в пострадавших учреждениях культуры выполнены на 100%. На этом наш выпуск завершается. До новых встреч! Подрос и поменял окрас. Найденный в Якутии фламинго по имени Гриша расцвел в Красноярском зоопарке. Птицу перевели в общий вольер с сородичами. Гриша ему прикрепили опознавательные кольца и взвесили. За время карантина его вес увеличился на 600 граммов, что очень хорошо, ведь он приехал истощенный, рассказывают в Роевом ручье. Птица при поступлении весила всего 1 килограмм 700 грамм, что очень мало. Также у нее были обморожены лапы. Орнитологи Роева ручья переживали за будущее фламинго, но он сумел восстановиться. Пока Гриша серого цвета, розовыми фламинго становятся на 3-м году жизни. В Якутии до конца года создадут резерват для сохранения редкого подвида горного барана. Хараулахский баран, подвид горного барана, один из древнейших видов животных в Якутии. Охота на него считается трофейной. Создание нового ООПТ общей площадью 750 000 га на территории Булунского района планируется до конца этого года. Ресурсный резерват будет способствовать сохранению генофонда уникальной популяции редкого подвида снежного барана в горах Хараулахского хребта. В Якутии много заповедников и природных парков. Самые большие и известные находятся в местах, недоступных обычному туристу. Например, одним из таких заповедников является природный парк Момский. В Момском районе проходят 3 природные зоны. Это горная тундра, тайга и каменистая пустыня. Поэтому, начиная с климата, флоры и фауны, все здесь уникально и требует особого изучения. Момский парк интересен своими разнообразными ландшафтами от альпийского высокогорья до низменных равнин, уникальными природными памятниками и маршрутами для любителей активного отдыха. Ирина Григорьева съездила в известный природный резерват. Подробности далее. На территории Момского улуса есть уникальные места, которые, я считаю, должен посетить каждый житель Якутии. Здесь образован национальный парк Момский, есть ресурсный резерват Селях, на территории которого есть уникальные памятники природы, Мом и Селеняцкой впадины. Через 5 часов с административного центра Хану уже поздним вечером мы прибываем на кордон. Именно здесь, от устья реки Тасуйрях, начинается территория границы природного парка Момский. Здесь несут свою многолетнюю службу опытные специалисты – Геннадий Сивцев, Иннокентий Федоров и Аркадий Корякин. Этот кордон был построен в 1999 году. Территория природного парка Момский огромна – примерно 1 миллион гектаров. На территории заповедника 2 кордона, на которых работают госинспекторы. Природный парк Момский – это охраняемая территория, где расположено сразу несколько достопримечательностей. Самая известная из них – Мраморная гора, состоящая из массивных пластов мрамора. В природном парке Момский находятся потухшие вулканы Урагатас и Балагантас, озеро Улахан-Кёль с незамерзающей водой, а также находится большая Момская наледь, образованная замерзшими реками. В этом году исполнилось 14 лет, как Геннадий Сивцев работает здесь старшим инспектором. Вырос в Момском районе. С малых лет охотится и рыбачит. Поэтому чувствует себя в лесу как дома, признается инспектор. Здесь у природы свой особый ритм, под который нужно подстроиться и научиться жить в гармонии не только с природой, но и с самим собой. Хорошо в лесу, спокойно. Работу свою люблю. Люди приходят, приезжают туристы, общаешься с людьми, разные люди. Раньше иностранцы приезжали, сейчас только российские туристы. А это Иннокентий Федоров, легендарная личность. Ежедневно Иннокентий Иннокентьевич может с рюкзаком проходить до 40 километров.
Родом из Чурапчинского района. В молодости работал киномехаником, закончил курсы бульдозеристов. В 1992 году переехал в Момский район и через несколько лет поступил на работу в парк. Госинспектор наблюдает за живой природой, регистрирует новые подвиды птиц и коллекционирует редких бабочек. В настоящее время я занимаюсь поисками якутского поползня. Вот именно вот сейчас. Ну, где еще вот гнездо, где оно будет зимовать. Поэтому вот стараюсь его не отпугивая, как-то подойти поближе, издалека его заметить. Малоисследованные птицы это. Но все знают, что они есть, все видят, что они есть. Но вот гнездо редко находят. И летом, и зимой в руках у Иннокентия старенькая фотокамера. Успеть поймать кадр и запечатлеть момент – главная задача для опытного инспектора. Красивые стерхи, лоси, даже хозяин тайги – бесценные кадры из личного архива Иннокентия. В штате заповедника всего 10 госинспекторов. Посменно все круглосуточно находятся на территории парка. В обязанности входит борьба с браконьерством, контроль соблюдения заповедного режима, патрулирование территории. Аркадий Корякин работает в парке больше 10 лет. Каждый год по реке Мома везет туристов на большую Момскую наледь. Туристы в основном иностранцы, которые давно облюбовали эти места. Перед отправкой тщательно проверяют технику и рассчитывают каждый литр бензина. Эту лодку Аркадий Петрович купил больше 10 лет назад, и она до сих пор верно служит. Мало кто ездит. На винтовых очень сложно ехать, только на водометах обычно осенью. Летом бывают туристы, их тоже на винтовых. Ну и когда вода маленькая, мы их на водометах возим. На территории парка работники выполняют множество важных хозяйственных работ. Например, готовят солонцы для копытных, а также готовят специальные подкормки для животных. Госинспекторы отмечают, работа ответственная, порой довольно тяжелая. ГСМ все время подорожает, и поэтому лимит. Далеко не уедешь, пешком, на лодке приезжаем, пешком ходим. И в этом году нам лодки дали, вот сейчас перегоняют. И будем ездить. Здесь на винтовом трудно ездить, водометы нужны. Работать в жару и в лютый холод, в глуши, в скромных бытовых условиях и с риском для жизни решатся немногие. Но наши герои, которые стоят на страже природы, признаются, в душе они те же романтики, которые уже ни на что не применяют свое утро с горячим кофе в предгорьях Момского хребта около чистейшей горной реки. Ирина Григорьева, Виктор Дьячковский, Момский район. Первый в Якутии православный храм был построен во времена воеводы Головина. Это случилось в 1643 году, когда Якутский острог был перенесен с правого на левый берег реки Лены. С ходом времени места служения культа претерпевали множество изменений. Однако сейчас в республике идет крупная кампания по реставрации церковных сооружений. Об этом расскажет Надежда Саханская. Немаловажным фактором в реставрационной кампании выступают церквушки с часовнями, которые расположены в отдаленных населенных пунктах нашей республики. Так, например, в Столбинском наследии Верхоянского района есть часовня, возведенная еще в XIX веке, которой планируется вернуть ее первозданный облик. Эта церковь построена примерно в 1817 году купцом местности Афанасием Новгородовым на его собственные средства. В советское время церковь использовалась как дом культуры, как лагерь ГУЛАГа, как амбар, как складовая. Потом она была заброшена и была в очень плачевном состоянии. Мы в прошлом году на средства местного бюджета и силами населения провели частичный ремонт крыши и окон, и дверей, чтобы хоть как-то остановить процесс разрушения. Конечно, стоит обратить внимание и на столицу нашей республики. Так, к началу 20 века здесь насчитывалось несколько церквей. Более того, несмотря на антирелигиозную кампанию, население Якутской губернии посещало храмы. В 1917 году население города было 9 тысяч человек. В городе насчитывалось 9 православных храмов. И тоже были также домовые церкви. Это реальном училище, Якутском тюремном замке, ну и других тоже ведомственных зданиях.
Сейчас под охраной культурного наследия республики в Якутии находится 24 объекта богослужения. Это церкви, часовни, а также дом священника в Намском районе. Однако не все памятники архитектуры взяты под охрану. Это связано со значимостью объектов. Разумеется, многие постройки нуждаются в реставрации. Сейчас в Якутии накапливается опыт восстановительных работ. Так, например, благодаря программе, приуроченной к столетию образования республики, в регионе завершена реставрация Кюрдемской, Николаевской и Кочекатской церквей. И, разумеется, это не единственные объекты духовного наследия. Естественно, самым старым из них является, старинным из них является Троицкая церковь в городе Якутске, но есть еще и такие памятники архитектуры, которые являются настоящим таким шедевром зодчества. Например, Бетельдахская церковь Мегенхангаласского улуса, она трехэтажная, на сегодня является одним из самым крупным деревянным объектом религиозного значения, и, что немаловажно, внутри он расписан. Возможно, именно поэтому церкви и храмы в наши дни считаются объектами культурного наследия. Пожалуй, хотя бы за историческую значимость к местам богослужения следует не только уважительно относиться, но и сохранять их в физическом воплощении. Надежда Саханская, Екатерина Амосова, Григорий Николаев, Павел Пахомов, Верхоянский район, Якутск. Более подробно мы поговорим с нашим следующим гостем. Руслан Васильев, председатель Якутского республиканского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Доброе утро. Доброе утро. В Якутии существует около 2000 памятников культурного наследия, из которых более 1000 археологических и около 800 самих памятников. Вот какие объекты становятся памятниками культурного наследия? Что делается для того, чтобы их сохранить? Ну, вообще, это работа, в основном, это краеведов. Да. Краеведы знают свою территорию. Они изучают там различные, скажем, интересные объекты деревянного зодчества, скажем, и собирают архивные документы. Они подают заявку в департамент по охране объектов культурного наследия, а затем уже приступают к работе эксперты. Эксперты, которые имеют, скажем, аттестованные эксперты, которые подтверждаются Министерством культуры Российской Федерации. И вот только они могут оценить, это является объектом культурного наследия, либо нет. Да, вот. И только после их заключения объект может получить статус объекта культурного наследия в занесением в единый государственный реестр. Угу. Вот к юбилею города были восстановлены уникальные памятники зодчества и архитектуры. Например, была отреставрирована мельница Топчанка, которая была построена в 1932 году. Вот в настоящее время какие объекты нуждаются в реставрации и какая работа проводится по объектам? Ну, вообще, я бы хотел сказать, что у нас реставрационная работа только в первой стадии, в начальном пути, поэтому работы здесь вообще непочатый край. Вот, скажем, в настоящее время дизайн-студия «Уран», они работают в местности Саилсы. Это то место, там, где в далеком 1923 году горстка красноармейцев защитила нашу республику от интервенций. Да? И поэтому вот сейчас идет работа по реставрации и воссозданию исторической среды того периода. Вот такие вот очень важные работы. Я думаю, что сейчас как никогда мы должны обращать внимание на реконструкцию, реставрацию именно памятников, связанные с героями гражданской войны, Великой Отечественной войны. Потому что время сегодня такое. Сейчас готовится постановление правительства республики об утверждении порядка организации историко-культурного заповедника республиканского значения. Вот расскажите, о чем этот документ, что он кардинально поменяет в вашей работе? Да, вот это уже касается, скажем, и сохранения нашего культурного наследия, и в то же время развития туризма в нашей республике. Потому что сохранять наши объекты культурного наследия не ради сохранения, а мы должны им дать толчок и использование в наших современных условиях. Только тогда эти объекты будут жить. Да? А тогда когда будут туристы, будут наполняться жизнью эти объекты, и тогда возникает интерес и у предпринимателей, и государственных органов их поддерживать в нормальном, функционирующем таком состоянии. Да? И вот это как раз мы сегодня, в принципе, используем, в основном в туризме это наши
физико-географическая, климатическая особенность. Это вот потоки идут в Аймекон у нас, да, вот, ну, Руслан, ты знаешь прекрасно, да, вот круизы по реке Лена, там рыбалка, охота, сплавы по рекам, такие, ну, как бы основные такие маршруты, да. А вот, скажем, те улусы, которые несколько в стороне от этих потоков, но у них очень богатая история на территории. Да, ведь у нас в каждом улусе есть... Например, какие? Вот в каждом улусе у нас есть Ытык-Сергдер, да? Это священные наши земли, это Ытык-Көлер, да? Ытык-Хаялар, там, да, вот это вот понятие, с ними связана определенная история этой территории. Ну, скажем, вот какие примеры? Да, скажем, вот первое, это, скажем, можно создать историко-культурный заповедник, это в северной части нашей Туймады. Это, в общем-то, Тулагино-Кельдямский наследник. Там 16 объектов культурного наследия, достопримечательных мест, связанные с эпохой Эляя. А ведь мы знаем, что Эляй это является один из прародителей нашего якутского народа, народа Саха. А его дети, внуки, они расселились почти по всей республике, создав улусы, сегодняшние улусы в нашей республике. Да? И вот здесь именно он построил первый дом, якутский балаган, там, да? Устроил первый праздник Эсэх. Он был как раз искусный мастер по дереву. Вот первая посуда наша, да, вот деревянные, чароны и прочее, там, да, вот первые обрядовые такие вот, да, события. Поэтому вот эта территория вполне тяготеет стать историко-культурным заповедником. И я уверен, что потоки туристов, да, вот, они будут направлены туда, потому что всем интересно, как же жили народ Саха вот в этих климатических условиях. Знаете, это я 100% уверен. И, скажем, ну, следующее, скажем, вот мы знаем, вот буквально есть шикарный спектакль Куданца Великий, Улу Куданца, который идет в Саха-театре, да, вот. А это же такой герой реальный, в принципе, он жил в Чорапчинском улусе. Есть места, где он проживал. Вот почему бы там не создать историко-культурный заповедник, связанный с жизнью этого человека, да? Это же будет интересно всем. И вот туристы приезжают, они видят вот ту природу, где он жил, там, да, там, сооружение, где он проживал, там, действовал, там, да. И в то же время они могут увидеть спектакль, может, в этом, на этой территории, скажем, ну, видеозапись, скажем. Или, вернувшись в Якутск, они посетят спектакль Улу Куданца, да. Вот поэтому здесь и тогда самое главное, чтобы туристы получали впечатление. И я уверен, что если мы в этом направлении тоже пойдем, развитие туризма в этом направлении, то потоки туристические, они просто будут больше, потому что человек должен сейчас получить впечатление. Да? И не просто посмотреть, а окунуться в эту жизнь, пожить среди наших коневодов, да? Вот в якутском балагане, поухаживать за лошадьми. Там, агротуризм, да, да, развивать? Да, конечно. Или, скажем, во время сенокоса покосить траву нашей якутской горбушей. Знаешь, нигде такого нет. Да? Или, скажем, на той же мельнице-топчанке, то, что ты сказал, да, вот, ну, увидеть процесс получения муки из якутского зерна, там, из, скажем, амгинской слободы, там, да, который самому принять участие. Самому принять там участие. И с этой горской муки он приедет к себе домой, на родину, будет всем рассказывать, и хозяйка его там выпечет хлеб якутский. Это же вот как раз цели туризма и сохранения нашей как бы такой культуры. Действительно. Большое спасибо. Действительно, это очень важное постановление. Будем надеяться, что в скорейшем времени все, что мы сегодня обсуждали в нашем эфире, все это реализуется. И не только жители нашей республики, но и гости не только страны, но и за ее пределами посетят нашу республику и все это увидят воочию. Большое вам спасибо. А прямо сейчас к нам присоединились наши коллеги из информационной службы. Доброе утро, Якутия! Мы продолжаем освещать самые заметные события. Гражданам, призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации, дадут отсрочку по уплате налогов, сборов и страховых взносов. Отсрочка будет действовать не только в течение всего периода прохождения военной службы, но и еще несколько месяцев после ее завершения. Это будет зависеть от вида платежей. Также продлены сроки предоставления налоговых деклараций и отчетов о движении денежных средств по счетам. Кроме того, Госдума недавно одобрила кредитные каникулы для предпринимателей и упрощенную передачу их в компании в доверительное управление.
Администрациям районов республики поручили усилить работу по заявкам на освоение субсидий на подключение к газу частных домов. Министр промышленности и геологии Якутии Максим Терещенко подчеркнул, что в случае необходимости муниципальным органам нужно проводить разъяснительные работы с каждой семьей в районе и в поселениях. Отмечу, что нуждающиеся и малоимущие семьи могут получить субсидии в размере 150 тысяч рублей на проведение газификации внутри участка. Ведется также включение в списки ветеранов и участников боевых действий и их семей. В столице состоялась ежегодная ярмарка-выставка рыбы. На Комсомольской площади у гостей и жителей столицы была возможность приобрести рыбу по низким ценам. На прилавках был представлен широкий ассортимент – карася, чира, горбуши, тугунка, омуля, рябушки и других видов рыб. Ярмарку проводят ежегодно при поддержке Министерства сельского хозяйства. В мероприятии приняли участие более 10 организаций. Что купили? Рябушку, свежемороженую. Как вам ярмарка сама? Ну, нормально. А я купила вот свой любимый магазин «Чукурдасская рыба». Обрадовалась, что они так близко здесь оказались. Не надо только далеко ехать. Рябушку купила. Очень хорошая рыба. Муксон соленый. Ага. Как вам ярмарка сама? Ну, вообще-то цены, как вот на рынке, абсолютно одинаковые. Карасей, что-нибудь еще. Чир, да. Как вам сама ярмарка? Меня устраивает нормально. Рябушку купили, чир и вот копченый тоже. Мы все взяли на пробу. Очень вкусная рыба. Даже попробовали. Около 160 волейбольных команд будут бороться за звание победителей открытого чемпионата Якутска. Принимают участие не только сборные столицы, но и представители из районов республики. Отметим, что это юбилейный 10-й сезон, поэтому в этом году организаторы добавили и профсоюзную лигу. Игры начались в октябре, а завершатся весной следующего года. Для спортсменов это стало долгожданным соревнованием после двухлетнего перерыва из-за пандемии. Я считаю, что вообще волейбол, да, это самый вид массовый спорта, да, и я очень рада, что ребята и девушки, и парни, и мужчины, и взрослые собираются на площадке, общаются, познают что-то новое для себя, свой этот профессионализм повышают. Но это же праздник для всех, поэтому все с удовольствием собираются. К этому часу это все новости. Хорошего дня. Нашей любимой столице, города Якутску, в этом году исполнилось 390 лет. Здесь проживает около 320 тысяч человек, представителей самых разных национальностей и религий. Каждый дом, каждая улица города хранит в себе множество тайн, исторических фактов. Секрет одной из центральных улиц города расскажет нам наша маленькая коллега Саяна Михайлова. Всем привет! Меня зовут Саяна, мне 5 лет. Сегодня я хочу вам рассказать про улицу Петровского. Я тут живу с самого рождения. Я люблю свою улицу. Она всегда такая красивая, оживленная. Здесь много домов, магазинов, музеев, театров, школа и много интересных зданий. До 17 года улица Петровского имела совсем другое название – улица Правленская. Как думаете, почему? Это театр оперы и балета. Правда красивый? Мы с мамой сюда часто ходим, ведь я обожаю балет. Раньше здесь стояло совсем другое здание. Это было здание правления Якутской губернии. Сейчас оно называлось Дом правительства. Ну а после революции улицу назвали привычным для нас имени Петровского в честь революционера Григория Ивановича Петровского. Ведь во время ссылки в Якутию он жил на этой улице. Позже он стал комиссаром Якутии. Раньше улица Петровского была очень длинной, доходила до улицы Ярославского.
Вот такие секреты на улице Петровского. Надеюсь, вам понравилось. Всем пока-пока! С Да, чего то есть- начинается Родина? С картинки в моем букваре. Очень хорошо, кстати, что с малого, с раннего возраста ребятишки уже начинают интересоваться историей своего города, каждой улицы, на которой они родились и выросли. Действительно. Ну а сотрудники МЧС России спасли 2 бобров из колодца. На этих кадрах спасатели помогают животным выбраться из западни. Вызволять водоплавающих пришли сотрудники 102-й пожарной части села Кулешово. При помощи пожарных рукавов колодец постепенно заполнили водой и вытащили пострадавших. После этого спасенные животные устремились в другой, более безопасный водоем. Спасатели, они всегда спасатели. Они спасают не только людей, но и тех, кто беззащитен. Особенно вот таких вот братьев наших меньших. Ну, казалось бы, странно, чтобы кого-то вызволить из колодца, нужно туда налить воды, да? Вот. Да. В случае с бобрами это очень хорошо помогло. Ну а прежде чем мы с вами попрощаемся, но только до завтра, друзья, давайте еще раз узнаем, какая же погода нам сегодня предсказана гидрометеоцентром. По данным Якутского гидрометеоцентра, в центральных районах в это утро 5-14 градусов со знаком минус, в заречной группе от 6 до 14 мороза, в южных минус 5 в Алдании, минус 10 в Нерюнгри, в Вилюйской группе минус 1 плюс 1, в Нижневенских 3-9 ниже 0. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила 11 градусов со знаком минус и атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. В течение дня небольшой мокрый снег, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду с порывами до 13 метров, а днем минус 2 градуса. Ну что, друзья, на этой ноте мы с вами прощаемся, но ненадолго, буквально до завтра. В это же время мы встречаемся на каналах Якутия 24, НВК Саха.